Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Пятый канал переходит на другой канал. Где и в какое время интинцы смогут увидеть передачи местного телевидения? Зачем прививаться после болезни или ревакцинироваться? Нужно ли это делать и как скоро? В Инте продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. В каком формате начнется новый учебный год в Интинском округе? Общеобразовательные организации готовятся к встрече с детьми. Выставки, конкурсы, акции, игры и многочисленные поздравления. В преддверии знаменательного события – векового юбилея Республики Коми в Инте проходит праздничная неделя творчества. Пятый канал меняет вещателя и переходит на другой канал – федеральный сетевой телеканал ТНТ, с которым мы сотрудничали более 20 лет, расторгает договор со всеми своими региональными партнерами, в том числе и с интинским телевидением. Но безвыходных ситуаций не бывает, и мы ни в коем случае не оставим наших зрителей без местных новостей. Ведь наша основная цель – информировать горожан обо всем, что происходит не только в Интинском округе, но и за его пределами. Пятый канал транслировал программы ТНТ на Инту с 1999 года. 22 года назад Интинская телестудия заключила с телесетью договор, получила необходимые лицензии, приобрела для вещания мощный передатчик и была одним из немногих сетевых партнеров, кто работал с ТНТ-телесеть с самого начала становления телеканала. Запуск цифрового вещания на территории России внес свои коррективы в телевизионный бизнес. Сейчас настал тот момент, когда мы вынуждены пойти на закрытие аналогового вещания во всей стране. Новый телевизионный сезон на ТНТ должен пройти в едином формате вещания на всей территории Российской Федерации без регионального перекрытия программ телеканала. Поэтому вам направлены уведомления о расторжении действующих договоров. Мы сотрудничали с вами долгие годы и ценим время, проведенное вместе. Сеть ТНТ была легендой российского телевидения, и мы гордимся причастностью к ее созданию и благодарим вас, наших партнеров. Пятый канал не закрывается, а просто переходит на другой телеканал. Все передачи интинского телевидения, информационные, культурные, спортивные программы, музыкальные поздравления, рекламные блоки, специальные репортажи будут выходить в эфире на одном из каналов кабельного телевидения. Я хочу напомнить интинцам, что это не первое такое изменение в работе Пятого канала. Мы начинали с кабельного телевидения, выходили 5 раз в неделю, с 6 часов вечера, показывали интинцам фильмы, свои программы. Потом у нас было действительно длительное сотрудничество с ТНТ. Вместе с ними мы начинали и раскручивали их популярные проекты. Да, сейчас приходит время перемен. Мы уходим в кабель. Я очень надеюсь, что мы и раньше показывали на кабельном телевидении, выходили на канале ТНТ со своими программами, но теперь будем выходить также на кабеле и только на кабеле. К сожалению, век аналога закончился в нашей стране, от аналога отказываются все телеканалы, в том числе и ТНТ. Поэтому мы уходим в кабель, будем показывать на инфоканале. Смотреть нас могут все абоненты кабельного телевидения. Переход с ТНТ на инфоканал никак не отразится на концепции информационного наполнения Пятого канала. Мы и дальше будем освещать все темы, которые волнуют горожан, и делать программы для аудитории с разными предпочтениями. Информационные, развлекательные, документальные, познавательные передачи и фильмы. Как и прежде, все передачи местного телевидения будут выходить в эфир несколько раз в день, а возможно будет более 3 выходов в эфир. На данный момент ведутся переговоры с руководством кабельного ТВ и оформляют необходимые документы. Хочу сразу сказать интинцам, что мы не уменьшим время своего контента. Как мы выходили 14 часов в неделю, так и будем продолжать. И это самая низшая планка. Сейчас мы пытаемся понять, и надеюсь, что наши телезрители нам в этом помогут, как нам лучше, когда выходить, во сколько выходить, сколько раз выходить, какие программы хотят видеть. Уже сейчас мы проводим переговоры с нашим Домом культуры, с нашими школой искусств, другими нашими партнерами по поводу того, чтобы записывать их концерты в полном объеме, демонстрировать их, чтобы интинцы могли не только посещать, но и смотреть. Не знаю,
знаю, как мы еще будем выходить. Будет это ли 5 раз в неделю, как сейчас у нас происходит, или мы будем выходить ежедневно. Возможно, и тот, и другой вариант. Все будет зависеть от того, как откликнутся на наши нововведения интинцы. Но я надеюсь, что наши зрители с нами останутся. Новости как выходили, так и будут выходить. Кроме того, мы постараемся сделать контент наш и для наших зрителей гораздо интереснее. Как и прежде, все передачи Пятого канала смогут увидеть не только абоненты кабельного телевидения, но и пользователи интернета. Уже много лет телестудия имеет свой официальный сайт, группу ВКонтакте, YouTube-канал, на которых размещаются все выпуски Интинского ТВ. В Инту поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Центральная городская больница получила однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» в количестве 200 доз для ревакцинации ранее привитых граждан и «Спутник Ви» гам-ковид-вак в количестве 200 доз для вакцинации не переболевших ковидом людей. Скорее всего, ревакцинация от ковида станет ежегодной, как, например, ревакцинация от гриппа. Если титр защитных антител заметно упал, прошло более полугода после второй прививки, сейчас в разгар пандемии имеет смысл ревакцинироваться, считают специалисты. На сегодняшний день у нас привито более 7 тысяч населения, из них около 2 тысяч – это люди 60+. Медики рекомендуют сейчас проводить ревакцинацию и вакцинацию переболевшим и тем, кто привился уже ранее спутником ВИ или любой другой вакциной, но не ранее, чем через 6 месяцев после вакцинации. Рекомендуем прививаться спутником Лайт. Он поступил в наш город в достаточном количестве, это количество 500 доз. Он прививается однократно, это векторная вакцина, которая делается людям, у которых есть уже антитела, то есть люди переболевшие и люди вакцинированные. Он является первым компонентом спутника ВИ и поэтому очень надежный. Ученые центра имени Гамалеи уверяют, что «Спутник Лайт» эффективен против всех штаммов коронавируса. У лиц, у которых уже есть антитела, вакцина позволяет увеличить их число в десятки раз. Спутник Лайт является векторной вакциной, его гарантия антител выработки – это 97%. В связи с тем, что люди прививаться будут спутником Лайта, имея уже антитела, то есть эффект иммунизации повышается. Люди, которые переболели, им необходимо привиться спутником Лайт, так как антитела, которые у них имеются, они быстро снижаются, и скорость снижения зависит от каждого индивидуально. Поэтому для закрепления иммунитета и для продления этого иммунитета мы рекомендуем привиться спутником Лайт. Вакцинация – самая лучшая и эффективная защита. Также специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать все меры предосторожности, носить маски, перчатки в общественных местах и транспорте, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и по возможности избегать многолюдных мест. Этой осенью в России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Всего определят 1000 победителей, говорится в сообщении правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина. Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством пуш-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте «Бонус за здоровье.рф» и в СМИ. Денежные призы будут зачисляться на карты МИР. Для этого победителям необходимо будет не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода. В лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период ее проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Какая категория граждан имеет право на получение государственной помощи? Кому полагаются пособия, в каком размере и куда за ними обращаться? Специалисты разных служб и ведомств регулярно информируют интинцев обо всех нововведениях в законодательстве.
В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, какие изменения произошли в выплатах пособий за счет средств ФСС, рассказала главный специалист, уполномоченный регионального отделения Фонда социального страхования Наталья Ускова. Какие существуют пособия? Пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия на рождение ребенка, пособие в связи с постановкой на учет в ранние сроки беременности, пособие по уходу до 1,5 лет и пособие на погребение. В общем-то, все от рождения до погребения, какие пособия, мы и выплачиваем. Но единственное, с 1 июля 2021 года будет отменяться пособие о постановке на учет в ранние сроки беременности. Как пояснила специалист, пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности Фонд социального страхования будет выплачивать тем, кто встал на учет в медицинскую организацию до 1 июля. Начиная с 1 июля 2021 года данный вид пособия будут платить по новым правилам. Назначаться и выплачиваться оно будет через пенсионный фонд, независимо от того, работает женщина или нет. Оно станет ежемесячным, а не единовременным, и увеличится в размерах, но только при соблюдении ряда условий. В частности, среднедушевой доход всех членов семьи заявителя не должен превышать одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме этого, при назначении пособия будут учитывать наличие недвижимости, транспорта и банковских вкладов. А отсутствие дохода у кого-то из членов семьи старше 18 лет должно быть обосновано. Например, уважительной причиной считают уход за ребенком, очное обучение или безработицу, подтвержденную Центром занятости. Его размер составит 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Собственности должна быть одна квартира, там, одна машина. Если все это более, то не будут выплачивать, откажут. С 1 января 2022 года оформлять листки нетрудоспособности будут только в электронном формате. Считается, что это сократит время пациентов. Дополнительно обращаться в кабинет выдачи листков нетрудоспособности теперь не нужно будет. Также не потребуется заверять больничный лист печатями, подписями и приносить его в распечатанном виде работодателю. Достаточно предоставить номер больничного. Такой больничный должен быть сформирован медицинской организацией, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и размещен в информационной системе ФСС. Работник при желании сможет получить от врачей выписку из указанного документа. Ну и, собственно, если зарегистрирован на госуслугах, то ему придет информация, что открыть такой-то листок нетрудоспособности, он все увидит. И именно электронный листок будет служить основанием для назначения и выплаты пособия. Внесены изменения в 255 федеральный закон, в статью 13, 126 федеральным законом, это в апреле 2021 года. Еще одно новшество этого года – по инициативе президента России Владимира Путина родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней заработной платы. Выплата увеличенных больничных по уходу за детьми начнется уже с 1 сентября. Новый учебный год во всех школах страны начнется в традиционном очном формате, сообщает Минпросвещения России. Дистанционного режима не предполагается. Меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом, заверил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. До начала нового учебного года осталось меньше 2 недель. 1 сентября все общеобразовательные организации НТ, школы, гимназии, лицеи распахнут свои двери для детей. После долгой разлуки ребята встретятся со своими любимыми учителями и друзьями-одноклассниками. Учебный процесс будет проходить очно, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Речь идет об обязательной термометрии и входном контроле, особом расписании уроков для того, чтобы избежать контактов учеников друг с другом.
Дистанционное образование пока не предполагается. В тех условиях, в которых мы сегодня находимся, мы будем начинать очный процесс обучения, но при этом будем соблюдать, естественно, все те требования, которые сегодня предъявляются к любой образовательной организации, к любой организации для того, чтобы предотвратить и не допустить распространения инфекции. Это, естественно, и продолжаем обучать в каждом конкретном классе, то есть как можно менее соприкосновения разных классов между собой. Это особый режим питания детей, я имею в виду временной режим, для того, чтобы как можно меньше пересекались дети в столовой. Поэтому эти все требования, которые есть, они прописаны, их достаточно много, я не буду их все называть, но эти требования будут соблюдаться в полном объеме для того, чтобы мы могли спокойно работать и быть уверенными, что наши дети здоровы. Во время летних каникул практически во всех школах и детских садах выполнялись плановые, капитальные и косметические ремонтные работы. На данный момент ведутся последние приготовления к встрече с детьми. В нескольких общеобразовательных организациях появились свои центры «Точки роста». В этом учебном году при поддержке правоохранительных органов и пожарной охраны в школах 5 и 10 открываются новые кадетские классы. У нас в прошлом году был один кадетский класс на базе школы номер 10. В этом году школа номер 10 продолжает еще один 5-й класс, входит на эту же программу. Это направленность этого кадетского класса на МВД, мы сотрудничаем с ними. И хочу воспользоваться возможностью и сказать слова благодарности, потому что это не только заявленная форма обучения, это реальная помощь, поддержка, работа с детьми. Дети увлечены, дети очень довольны, и это помогает во многих вопросах воспитательного процесса. Мы открываем кадетский класс на базе 5-й школы в этом году. Там направленность будет другая. Мы сотрудничаем с Пожнадзором, и направленность будет безопасность в рамках этого направления. Это тоже очень важное направление. Если наши дети будут владеть навыками, это полезно и для них самих на протяжении всех их жизней, не только 1-2 лет обучения в школе, а и тех людей, которые рядом с ними. Я считаю, что это важное направление развития. Некоторых иентинцев волнует продолжительность учебной недели в общеобразовательных организациях. Не все горожане знают, кем и как устанавливается режим работы школы и в чью компетенцию входит принятие решения о 5-дневной и 6-дневной неделе. Люди не понимают, почему в каких-то школах у детей из начального звена 1 выходной день в неделю, а в каких-то 2. Принимается решение о переходе на 5- или 6-дневную рабочую неделю сама образовательная организация. Естественно, в организации есть система управления, помимо директора, который является единоначальным руководителем, есть еще общественные органы управления. Это и попечительские советы, и родительские советы, поэтому данное решение принимается исходя из, так скажем, обсуждения этого вопроса на всех уровнях управления образовательной организации. И образовательная организация формирует свой учебный план, свой календарный учебный график, свои рабочие программы. Естественно, это в рамках требований государственного образовательного стандарта. Естественно, выполняется программа в полном объеме. И второй момент, безукоризненно должен выполняться, это требования Санэпиднадзора. Это наши санпины. Поэтому при условии соединения этих 3 составляющих, обсуждения, решения управляющей структуры данной образовательной организации и выполнения требований федеральных стандартов и требований Санэпиднадзора, пожалуйста, организация принимает решение. Могу сказать, что по итогам прошлого учебного года такая работа проведена несколькими образовательными организациями, и мы с 1 сентября будем выходить. У нас 5-я школа, уже не 1-й год работает начальное звено, 1-й и 4-й по 5-дневной рабочей неделе. Опыт такой есть, все 1-й и 4-й классы так работают. На такой же режим выходит 8-я школа, это 1-й и 4-й по 5-дневной неделе. С 1 по 9 класс выходит 6-я школа на 5-дневную рабочую неделю. Но, повторяю, это решение самой школы. Да, они представляют в отдел образования необходимые документы, они представляют информацию о всей той проделанной работе и согласовании всех вопросов, выполнении всех этих требований, но вопрос основной остается за образовательной организацией.
1 сентября все интинские школы, гимназии, лицеи распахнут свои двери для детей. По словам сотрудников общеобразовательных организаций, все учреждения к началу нового учебного года готовы. Эта неделя для нашего региона праздничная, посвященная столетию Республики Коми. Интинские учреждения культуры ежедневно радуют горожан различными мероприятиями и программами. Основная часть из них проходит на улице, в центре города. Несколько лет назад у Центра национальных культур появилась обустроенная и освещенная уличная площадка. Она стала центром притяжения ребятни. Здесь гуляют девчонки и мальчишки. Сотрудники культурного учреждения часто проводят уличные игровые мероприятия. В течение праздничной недели здесь развернулась творческая площадка. Осталось буквально несколько дней до главного праздника этого года, до юбилея нашей любимой республики. ЦНК, конечно же, проводит культурно-массовые мероприятия, в том числе, как мы и обещали интинцам, у нас каждый день работает площадка возле ЦНК, территория добра, так называемая. Мы предлагаем интинцам разнообразную программу. Мастера у нас работают на ярмарке мастеров. Для детей у нас большая программа предлагается. Фотозоны будут работать. Конечно, погода вносит свои коррективы. Мы не знаем, то ли будет солнышко, то ли дождик. Поэтому мы работаем на своей площадке с 14 до 16 ежедневно, включая 22 августа. Сам праздник Дня Республики. Детвора, услышав музыку, сразу же сбежалась к Центру национальных культур. Здесь их уже ждали культработники. Ребята поиграли в национальные игры, приняли участие в акции «Комик и вкут» «Шкатулка коми-слов». Кань, кошка, Катша, кача, ошка, сомушка, сорока, сов, соль, куд, да, эшка-мышка. Как Как ты думаешь, что это такое? Мышка? Каня. Нет. Подождите, девочки. Нет. Длинное слово эшка-мышка, да? Оно бывает после дождя, красивое. Роса. Нет, на все небо. Разноцветное. Я знаю, Можно я скажу? Нет. Да, я знаю. Подожди. Можно. Это радуга. Хотелось. Ну, бывает. Мальчишки и девчонки с удовольствием провели время на площадке центра. Дети часто приходят сюда во время прогулок, ведь здесь всегда весело и интересно. Девочки, расскажите, вот вы сегодня пришли, чем здесь занимались? Было интересно вам? Весело? Да, было интересно и весело. А что делали? Расскажите. Играли, да. И всякие там нам конкурсы задавали, да? Да. Эти конкурсы были для этого праздника Республики Коми. Прямо на площади Ленина расположился библиоостров. Здесь сотрудники Центральной библиотечной системы города предлагают массу развлечений. Взять бесплатно книжку, разгадать кроссворд, принять участие в викторине, сделать на память фото с оленем, созданным руками интинских мастеров. Наше мероприятие приурочено к столетию Республики Коми. Мы целую неделю с 16 по 22 находимся на площади Ленина с играми, конкурсами. Все игры, конкурсы, викторины посвящены Республике Коми, ее истории, культуре, природным ресурсам. Ребята узнают что-то новое, не только ребята, но и взрослые. Внимание всех прохожих привлекал медведь. Ростовая кукла – звезда праздника. К нему сбегаются дети, подходят взрослые. Костюм появился у библиотеки не так давно, но его стараются задействовать на всех мероприятиях. Библиоостров работает ежедневно с 13 часов при хорошей погоде. Здесь ждут всех горожан от мала до велика. Но напоминаем, что сейчас действуют противоэпидемические ограничения, поэтому культработники призывают избегать массового скопления людей. Наше мероприятие проходит на улице с соблюдением всех санитарных норм. Все сотрудники у нас в масках, у нас есть средства для обработки рук, антисептики. И мы стараемся избегать массовости, то есть мы немножко разрознены. Все учреждения культуры разрозненно находятся на территории площади Ленина. Хотите узнать, какую северную ягоду называют царской или где расположена самая высокая точка Урала? Тогда вам нужно успеть посетить площадку Центральной библиотеки. Там вы найдете ответы на эти и другие вопросы. Приходите, скучать не придется.
Необычная выставка работает в Интинском краеведческом музее. Центр культурных инициатив «Югор» представил выездной фотопроект «Природа, традиции, люди», посвященный вековому юбилею Республики Коми. Экспозиция открывает своим зрителям неповторимую красоту Севера, рассказывает о вековых национальных традициях и самобытной культуре, а также об одном из 7 чудес России – столбах выветривания Маньпупунер. Мистический ансамбль каменных идолов, тишина девственных лесов, мощь святых гор, уникальный и загадочный океан болота, незабываемое северное сияние и национальные праздники. Благодаря выставке посетители Интинского краеведческого музея могут прикоснуться к частичкам неизведанного севера. Работы талантливых фотографов приоткрывают жителям и гостям республики уникальность и самобытность Коми-края. С сентября 2020 года выставка колесила по разным регионам России. Она была представлена на территории крупнейших аэропортов, железнодорожных вокзалов и выставочных площадках страны, что позволило рассказать о Северном крае миллионам россиян. Приехать в Коми, чтобы познать самого себя. Именно такой посыл заложен в концепции проекта. Коми хранит поистине уникальные природные объекты. По сей день трепетно сохраняет свои давние традиции и культуру родного края. На выставке представлены 9 работ талантливых фотографов, сумевших запечатлеть изюминку земли Коми. Благодаря этим фотоисториям каждый сможет ощутить дыхание севера, почувствовать силу величественной горы Монорага, увидеть девственные леса Коми и незабываемое северное сияние. Интинский краеведческий музей выражает благодарность Центру культурных инициатив «Югор» за подаренный фотопроект «Природа, традиции, люди». 22 августа, в день рождения Республики Коми, выставка «Фотопроект «Природа, традиции, люди», посвященный вековому юбилею нашего региона, будет экспонироваться во Дворце культуры и техники. А сейчас информация для собственников индивидуальных гаражей, подключенных к тепловым сетям Интинской ТЭЦ. Акционерное общество «Коми-энергосбытовая компания» как агент ПАО «Т+» уведомляет о том, что подключение теплоснабжения индивидуальных гаражей в отопительный период 2021-2022 годов будет производиться только после выполнения установленных требований нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Собственникам индивидуальных гаражей необходимо выполнить установку прибора учета тепловой энергии, элеваторного узла, а также провести мероприятия по подготовке теплопотребляющих установок к отопительному периоду и другое. Для урегулирования вопроса по подключению теплоснабжения гаражей можно обратиться по телефонам 64723 и 62910 или по адресу улица Кирова, 36А, кабинет номер 30. Обращаем ваше внимание на то, что все вопросы по подключению теплоснабжения гаражей будут рассматриваться только при наличии правоустанавливающих документов. И в завершении выпуска еще одно объявление для наших телезрителей. Информационная служба программы «Новости» уходит в отпуск. Все сюжеты и репортажи будут выходить в формате программы «Акцент события». Смотрите Пятый канал и будьте в курсе значимых событий Инты. А я с вами прощаюсь до октября. Всего доброго и до свидания.